Ну, в общем, я не был в школе, наверное, больше 20 лет, да, так визуально я иду, смотрю, да, вроде моя школа, но, конечно, она изменилась. Похорошела, посвежела, я зашел, эта лестница, она стоит, столовая на месте, спортзал тоже на месте. Я когда зашел в спортзал, в моих воспоминаниях он был какой-то огромный, а сейчас уже как будто бы стал поменьше. Ну, вот, конечно, есть такое, да, в нашем восприятии, может быть, какие-то вещи, они остаются совсем другие. Когда ты был маленький, конечно, все было такое большое, такое объемное. Сейчас чуть поменьше, но очень симпатично. Я прям удивился, что школа живет. В школе огромное количество ребятишек учатся, очень талантливые. Вот вы тоже здесь сидите, да, выпускники наши. Дело живет, так сказать. Вот. И приятно здесь находиться, на самом деле. Я походил, побродил, посмотрел на кабинеты, где у нас была биология, английский язык, там, заглянул в учительскую. Как бы, это очень теплые воспоминания. И со школой, конечно, много тоже всего связано, потому что мы были очень дружные, очень веселые, мы устраивали всякие разные праздники. Я вот на первом этаже, когда был, я вспомнил, что там на первом этаже была дискотека раньше. Там проводили... Сейчас где, кстати, дискотека идет? В спортзале сейчас дискотеки. Так вот, на первом этаже раньше были дискотеки на праздники, там раздевалки стояли. Тоже это все, конечно, навевает такие очень добрые, теплые воспоминания. Что со школой что связано? Я вспомнил сейчас почему-то урок биологии, да, контрольную работу. И нас пересадили так, что я сижу на первой парте. Я сижу, у меня, значит, огромная шпаргалка. Прямо на таком листочке. Так я на коленке так смотрю. И учительница так проходит, Нелли Тимофеевна. Нелли Тимофеевна, привет. И эта шпаргалка к ногам Нелли Тимофеевны у меня, короче говоря, плавно летит. Я думаю, все. Она мне такая: Степанов, что такое там, конечно? Так было стыдно вообще, просто вы не представляете. Ну а что делать? Что делать, как говорится. Вот, там еще помню, со шпаргалками было связано, куда только не засовывали, как говорится. И в карманы прятали, и там пиджаки, там, и ручки какие-то. То есть сейчас как делают дети? Все в телефонах, да, ну да. У вас все в телефонах, у нас все было, как говорится, old school. Все нужно было своими ручками еще все написать, да, закрутить маленькие такие штучки и как бы крутить. Вот. Что еще? Помню, как мы бегали на физре вокруг школы. Сейчас это делают или нет? Да? Вот. Я помню, что после 9 класса у нас было распределение по профилям. Был гуманитарный класс, физико-математический, географический. Вот. И была такая традиция посвящения. То есть, когда ты переходишь в 10 класс, вот в новый сформировавшийся, старшеклассники, 11-классники, они проводили такое посвящение. И школа превращалась в настоящий квест. Я не знаю, сейчас так делают, нет? Нет? И было, да, тоже? Да, вот это было, конечно, такое очень веселое мероприятие, к которому готовились. Какие-то препятствия создавались, придумывались задания, и творческие, и нетворческие, там, и на логику, и на ум, и на быструю реакцию. То есть самые разнообразные. Все было рассчитано по этажам, и то есть в течение вечера вот новый класс, он проходил вот этот вот квест, и в конце там было посвящение тебя, ну, в старшеклассники, по большому счету. Это было очень увлекательно, на самом деле. Мы там придумывали, вот когда мы уже стали 11-классниками, мы придумывали такие же задания и очень ждали вот этого момента, когда, как мы будем издеваться сейчас над этими 10-классниками, все вспомнили, типа, вот. Какие-то туннели, мы шили специальные эти туннели из мешков, чтобы там пролазить, там нужно было в этом туннеле что-то найти, задание какое-то, причем на время. И это же соревнование еще между классами. Там люди болели, кричалки придумывали, там слоганы. В общем, это было очень увлекательно, очень классно. На самом деле очень случайно, да, я попал в журналистику. Я в университете
работал на радио. Как я попал? Я тоже случайно попал на радио. Я хотел работать в другом месте, у меня не получилось. Деньги же нужны. Вот. И я увидел объявление, что мы ищем ведущих радиостанций. Я даже не думал, что меня возьмут, если честно, потому что опыта не было никакого, и умение говорить, оно все равно приобретается же, да, со временем. Но меня каким-то чудом взяли, если честно. Я бы сейчас себя бы не взял. Тогда, в том возрасте. Вот. Я начал работать на радио, и как-то вот эта вот работа в эфире, она перетекла в телевидение. Все оказалось естественно, просто и так, как нужно. Да. То есть окончательно вы решили стать журналистом только после того, как вы поработали на радио? Да. А поступили вы? Я поступил на филологический факультет здесь, в Якутске, русская филология. По идее, у меня образование учителя русского языка и литературы. Почему я туда поступил? Потому что я в детстве писал стихи, рассказы, и как-то литература, она была мне очень близка. И я уже тогда в школе выигрывал какие-то литературные конкурсы, и уже ходил на филологический факультет, общался там с преподавателями, и они как-то меня так вели в этом направлении. И для меня, если честно, даже после окончания школы не было никакого другого, выбора, как сказать, да, то есть не было сомнения в поступлении в филологический факультет. То есть я даже никуда-то не метался, ничего, я сознательно знал, что я пойду именно на филфак и что я там буду учиться. Вот. И потом, видите, как вот это вот филологическое образование, оно все равно смежно с журналистикой. И в журналистике вообще очень много людей из других профессий. Да, не обязательно получать журналистское образование для того, чтобы стать классным, хорошим журналистом и чувствовать себя в этой профессии комфортно. Да, студенчество – это, я считаю, самое веселое время. Вот. И потому что у тебя появляется больше свободы, ты уже не школьник, ты уже немножечко взрослый, и какие-то взрослые вещи ты можешь сам самостоятельно решать, да, появляются крылья, свобода, там, новые знакомства, общение. Еще мы же были все, по крайней мере, мои друзья, мы были такие открытые, такие веселые, мы хотели что-то новое, все время познавать. Я сразу же попал в правком, да, где мы познакомились с вашим директором. Вот. Яркая девчонка. И вот, я сразу же пошел в правком, мы занимались культурно-массовым сектором, мы организовывали различные мероприятия, конкурсы, концерты, там слеты, чего там только не было. Мы придумывали какие-то, как сказать, не знаю, что мы придумали? Опять конкурсы повторить. Вот. Я занимался КВНом, да. На самом деле в 31-й школе еще была очень сильная команда КВНовская в нашу бытность. Вот. И тогда КВН прямо гудел на самом деле. И на школьном уровне, и на университетском это была топ-игра для всей молодежи. Сейчас это уже не так, как я понимаю, да. И КВН как-то ушел на второй план. Но тогда 31-я школа была чемпионом уже несколько лет, и это прямо мы всей школой собирались, мы шли в дворец детства на все игры, мы болели там за наших ребят, и расстраивались, когда они проигрывали, радовались, когда они выигрывали. И я в школе чуть-чуть занимался КВН, меня там привлекали на некоторые номера специальные, вот, на вокальные в основном, я там типа пел. А так активно начал заниматься КВНом уже будучи студентом. Мы на филфаке создали свою команду, тоже с ребятами, выпускниками из 31-й школы. Вот это вот какой-то костяк команды, он перешел на филфак, и мы там тоже этим начали заниматься. И тогда КВН в университете был очень на хорошем таком высоком уровне. Мы ездили в Сочи каждый год на этот огромный фестиваль Кивин, куда со всего СНГ, даже со всего мира, туда приезжали из Америки команды, из Израиля приезжали ребята.
и там Узбекистан, Прибалтика и так далее и тому подобное. Это все там было, это прямо был, знаете, такой сплав энергии, молодости, юмора. Это был такой классный фестиваль. И часть этого фестиваля, она как бы перекочевывала и в Якутск. Вот. Вокруг университета образовалась вот эта вот студенческая лига КВН. Мы там тоже это все, в этом всем активно все принимали участие. Сейчас вот эти выпускники тех КВНовских команд, они до сих пор в Якутске и выдающиеся люди, да? Куда ни погляди. И, в общем, творчества было очень много. И сам филологический факультет, в котором я учился, он тоже подразумевал огромное количество именно творческих моментов. Там каждый семестр проходили конкурсы между группами. Например, этот семестр мы изучаем античность, да? Античную мифологию, литературу античности. И по окончанию прохождения этого курса у нас был конкурс. Угу. Мы предлагали театрализованное представление какое-то из античности. И вот, и мы тоже готовились к этому, мы выбирали это произведение, мы готовили костюмы. Ну, что там костюм в античности? Это скатерть или простыня, да? Вот. И потом было жюри. Ну, то есть все было серьезно. Там на сцене культурного центра «Сергеевские огни» это все проходило. Также после славянской письменности у нас, после курса по славянской филологии, после курса по литературе 19 века, 20 века. В общем, мы вот все росли во всем этом. Да, и, конечно, я вспоминаю студенческие годы очень тепло. Это было весело, это было и сложно, конечно, да, все-таки мы учились. Нужно было еще учиться, да, там, КВН, общественная работа, там, какие-то конкурсы, представления, концерты. Я еще вел различные мероприятия на последних курсах, вот, и нужно было еще находить, конечно, время на учебу. Я закончил университет и попал на телевидение. Вот, я работал в такой телекомпании, называется она «Столица», телерадиокомпания «Столица». Там был прекрасный редактор Екатерина Тимофеева, она до сих пор работает здесь, в Якутске. И вот какие-то основы журналистики первые она в нас вкладывала всех. Мы все были такие юные и неопытные. И это вот именно там это все превратилось, конечно, в профессию, да, которая вот у меня есть. Я после телекомпании «Столица» попал на Пятый канал. Это федеральный телеканал, он тогда расширялся и искал своих корреспондентов в разных регионах. Я прошел кастинг, ездил в Петербург, там на собеседование, там на меня смотрели, то есть какие-то испытания проходил. Они сказали: окей, топ, Максим, все нормально, работаем. Вот. Потом это было еще в Якутске, и потом я поехал в Москву. В Москве я работал на таком телеканале, называется «Первый канал бизнеса». Это структура мэрии Москвы. Было городское такое телевидение. После этого я попал на ТВ-центре, я поработал. И очень долго я работал на РЕН-ТВ. В одной из лучших редакций в стране, «Военная тайна». Это программа, которую, может быть, ваши родители знают наверняка. Больше 20 лет она в эфире. И мы с этой программой получили ТЭФИ, еще давно, да. И это одна из лучших информационно-аналитических редакций в стране. И вот это была очень классная школа. То есть это настоящее большое телевидение федерального уровня. Это рейтинги, это планерки, это серьезный съемочный процесс, это работа и в студии, и со спикерами, продюсирование, редактирование. То есть это действительно, вот как по телевизору показывают, вот это вот там и было. И, конечно, это была такая очень классная, большая школа, вот, телевизионная для меня. И я там был редактором программы, я выпускал, то есть на мне было все, да? То есть ты верстаешь, ты контролируешь продюсерский отдел, ты контролируешь редакторский отдел, ты принимаешь людей на работу. Это было тоже очень клево. И вот так вот я там проработал 8 лет.
И, конечно, в большом телевидении, наверное, есть такая штука, как перезагрузка себя. Потому что в одном месте сложно работать на износ. Потому что ты, когда находишься в этой вот машине, да, под названием «Большое ТВ», все время нужно себя переизобретать. И все время нужно что-то делать для того, чтобы и тебе было хорошо, весело, интересно, подогревать в себе какой-то интерес к тому, что ты делаешь. И я в какой-то момент понял, что мне нужна такая перезагрузка. Вот. И мы решили с руководителем, что я чуть-чуть отдохну. Вот. В этот момент я нашел работу на НВК. Ребята из Якутии вышли на меня и говорят: Макс, слушай, вот у нас есть корпункт в Москве, ты не хочешь там поработать? Я говорю: ну давайте попробуем. И теперь я работаю на Якутии-24 в Москве, в московском корпункте. Параллельно сейчас у нас вышел большой проект на федеральном тоже телеканале «Россия. Культура», где я являюсь ведущим. И программа называется «Неизвестные маршруты России». И с этой программой в прошлом году мы выиграли ТЭФИ как лучшая программа в стране про путешествия. Да, и вот это действительно большая, очень большая заслуга и большая награда. И вся наша команда, конечно, была безумно рада, потому что там конкуренция была какая-то бешеная. Этих программ про путешествия, их огромное количество. У нас в номинации, то есть тройка, которая вот осталась, да, из всех программ, из которых выбирали, это была «Поедем НТВ» и с Бадоевой программа на Первом канале. Как она называлась, эта программа? Как называлась она? Может быть, типа «Орла и решка», что-то было? Она по странам ездила там. Как называлась она? Девчонки, подсказывайте. «Жизнь других». В общем, в номинации, в тройке, которая осталась, из которых выбирала уже жюри, были такие программы, как «Поедем НТВ» и «Жизнь других», Первый канал с Бадоевой. И мы думали, что в этих блокбастерах настоящих, да, нас прокатят вообще. Но видите, мы выиграли. Это был такой восторг и визг на церемонии. Там все так, мы так визжали, просто скакали на эту сцену за призом, такой тяжелый этот орфей. В общем, это очень круто. И вот с этой программой я объездил полстраны нашей. Конечно, во многих я регионах был. Вот мы вернулись из Астраханской области. И здесь на Дальнем Востоке я там 20 дней провел на Сахалине. Мы ездили на Курилы. Там дальше у нас Воронеж. Я объездил весь Кавказ. В общем, такая интересная работа. Так что смотрите. Если честно, я как-то не планировал, да, сюда приезжать, не знал, что есть такая возможность, но руководство телекомпании НВК «Саха» и Якутия-24 спросили: Макс, слушай, вот будут игры, ты не хочешь приехать поработать? Я говорю: я только за, почему нет? Действительно, я дома нашел бейджик, знаете, с игр «Дети Азии» 2000 года. Я так посмотрел на себя, там на фотографии, кто этот человек? Да? Спустя 24 года у меня есть еще один бейджик с «Детей Азии». Я даже не понимаю, что я там делал, сколько мне было там лет. Я был совсем маленький еще. Там в какой-то культурной программе я, оказывается, участвовал. Вот. И, конечно, это радостно и волнительно. И я рад вернуться в Якутск летом. Я давно, кстати, не был. И очень круто, что эти соревнования живут, что у них история, география увеличивается, несмотря вот на сложное время, да, какую-то геополитическую обстановку, все равно к нам в страну, в наш город приехало очень много делегаций из других стран, что дети хотят получать эти медали. Это тоже очень важно, что для них это ценно, что они приобретают какой-то международный опыт. И
что наши якутские ребята тоже видят все, что происходит в мире, да. Ну, то есть это же такая коллаборация очень классная. И очень круто. Я рад быть здесь, в Якутске, отработать на детях Азии, там, увидеть соревнования, увидеть своих друзей, увидеть город, увидеть новые объекты спортивные. И все очень круто, класс. Ну, каких-то советов, да, индивидуальных, может быть, не так много, да, они все универсальные. Нужно гореть тем, что ты хочешь делать. Это касается любой профессии. И стараться быть лучшим в этом. Вот, если ты для себя понимаешь и хочешь делать свою работу лучше, чем остальные, ты добьешься успеха. Это не связано именно с журналистикой, это во всем. Будь то ты врач, инженер, там, бухгалтер, там, экономист, сейчас айтишники, да, это все популярно. Главное для себя внутри понимать, что я хочу делать свою работу хорошо. И тогда все остальные будут тоже это ценить. Блогерство или журналистика? Журналистика. Любимое национальное блюдо? Потроха якутские. Любимый урок в школе? Физкультура. Нелюбимый урок в школе? Ой, не знаю. Ну пусть будет химия, у меня мама же химик. Мне было сложнее вдвойне. Якутск или Москва? Якутск пусть будет. Любимый вид спорта? Легкая атлетика. Работать рано утром или поздно ночью? Рано утром. 3 главных навыка журналиста. 3 главных навыка журналиста – это проверять факты, это любопытство и настойчивость. Что вы носите в сумке? Ручка. Продолжите фразу. Якутск – это… Столица мира. Михаил Михайлович, передаю вам большой привет. Вот, Михаил Михайлович, прекрасный педагог. И у нас была легкая атлетика. И он говорил мне: Максим, у тебя такие данные, давай заниматься легкой атлетикой, ты будешь чемпионом. Я такой: чемпионом России? Наивно, в прыжках в высоту. Он такой смотрит так на меня. Ну нет, конечно. Давай, типа, начнем с города сначала. Я такой: эх, если не страна, то не надо. Вот. Нелли Тимофеевне большой привет хочу передать. Я знаю, что она еще в строю. Большой вам респект и уважение вот, за ваши знания, за ту доброту и тепло, которое вы всегда излучали. Игорю Анатольевичу привет. Игорь Анатольевич мой одноклассник. И вот по жизни мы идем вместе. Ну, как бы мы не теряем связь. Я знаю, что он теперь большой босс. Big босс. Вот. Хочу передать еще привет. Ирина Казимировна, да, большое уважение вам. Ирина Казимировна у нас руководила практикой в университете. И, конечно, гроза и школьников, и студентов, и практикантов. И, конечно, такого мастерства, на самом деле, которое у нее есть и которое она преподает вот студентам. Вот я ее хорошо помню. Она в школе у меня не преподавала. Мы все начали общаться во время студенчества, во время практики. И, конечно, как она горит работой, как она хочет делиться своими знаниями, как она общается с практикантами, что вот ей не все равно. Да, это тоже очень круто. На самом деле классно, что школа не стоит, она еще размножается почкованием. На самом деле классно, что школа увеличилась, да, почти в 2 раза, появился новый кампус, новый корпус и такой классный ремонт. Я думаю, что созданы все условия для того, чтобы детки, которые здесь учатся, получали максимум от учебы, от нахождения здесь. Здесь приятно находиться. Я уверен, что все будет очень круто. Ну и вообще радостно, что школа в прекрасном состоянии, что классные руководители молодые, и все будет круто. Ровно полчаса.
удовольствие. Ура! Спасибо.